Данияр, ну слушай, я знаю, ну смотри, ты пианист, Так. дирижер, супер такой весь творческий, да? Ну, есть немножко, да. Ну, есть немножко. Но я тут слышал, что ты профессию сварщика освоил недавно. Как так вообще вышло? Откуда ты это услышал уже? Понимаешь, у нас свои секретные каналы, о которых мы не будем рассказывать. Қадірлі достар. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас в гостях главный дирижер и художественный руководитель молодежного оркестра «Сфорцандо» Данияр Соколов. Данияр, привет. Как дела? Привет, все супер. Как у тебя? У меня вообще все классно. Я не с пустыми руками, на самом деле. В общем, я принес покушать, на самом деле, на вашу передачу, потому что если у меня получится не очень, то нам будет что перекусить. Есть такая вероятность? Да, ну, всякое бывает. Я же не дома готовлю, не у себя на кухне. Так, Вот тебе хлебушек, вареница, Так. мед. Данияр Соколов – музыкант, художественный руководитель и дирижер молодежного оркестра «Сфорцандо». Родился в Казани, окончил Казанскую государственную консерваторию имени Жиганова по классу специального фортепиано, а затем аспирантуру. Как пианист принял участие в многочисленных музыкальных российских и зарубежных конкурсах. Данияр Соколов – директор регионального благотворительного общественного фонда содействия развитию музыкального исполнительства Республики Татарстан «Сфорцандо», инициатор и художественный руководитель международного фестиваля «Музыка вокруг нас», директор международного конкурса классической музыки «Сфорцандо». Данияр, рассказывай, что мы сегодня будем готовить? Сегодня мы будем готовить очень интересные и вкусные блюда. Так. Жаркое, кыздырма. Так. Но это не просто из простого мяса, а из сердца. Непростого мяса. Непростого сердца, из непростой печени и из непростых почек, что самое главное. Все халяльное, все очень вкусное. Долго ездил, выбирал. Так. Все очень свежее. Рецепт интересный. Это старинное такое татарское блюдо. Я его вычитал в большой книжке рецептов. Мы его дома несколько раз готовили. Давай будем пробовать. Давай, уже начнем готовить. Давай, распределяй обязанности. Ты главный шеф-повар сегодня. Я твой помощник, су-шеф, поэтому давай, я буду тебе помогать. Что делать? Ну, первое, надо зажечь костер. Так, зажечь костер. Костер обязательно надо зажечь на полную. Ага. Ставим. Потому что мы там будем, да, все это готовить? Так, туда масло, наверное, надо, да? Нет, масла как раз туда не надо. Мы готовим традиционно. Держи тебе курдючный жир. О, курдючный жир. Да. Его надо только немножко сполоснуть, да, чуть-чуть? Да, сполоснуть. Не вопрос, конечно. Ага. И мы будем его топить, и на нем же будем готовить. И на нем же будем готовить, да. Класс. Так. Мелкими кусочками надо нарезать. Насколько мелко мы его режем? Прям мелко-мелко? Чем мельче, тем лучше. Вот. А я пока буду заниматься, собственно говоря, вот этими красивыми. Вот так нормально, хорошо, да? Да. Все. Так, супер. И так вот эти все. Отлично, отлично. Все кусочки. Данияр, ну расскажи вообще, ты сам часто готовишь или нет? Я готовлю не часто, но я люблю это делать. И, конечно, я люблю больше это делать на свежем воздухе, у себя на даче. Мы разжигаем костер, ставим примерно такой же казан. Ну, Данияр, я смотрю, ты в кухне-то разбираешься неплохо прям так, да? То, что там на костре готовится и так далее. А вот что касается традиционной татарской кухни. Например, я не знаю, мама чем тебя в детстве кормила и что тебе нравилось? Ну, справедливости ради надо сказать, что семья у нас смешанная. И татарская кухня, она, естественно, присутствует у нас в семье и была всегда. Это, конечно же, и перемечи, треугольники, выпечки очень много. Это всегда. Папа у меня очень любит делать конину. Он про это так рассказывает, как у него в детстве была большая семья. Вот собирались 2-3 семьи. И готовили сначала правильно, читали молитву, прежде чем заколоть животное. И на все 3 семьи по большим праздникам они делили мясо. И вот это, видимо, осталось. И поэтому папа у меня тоже любит это все делать сам.
это топится. Что могу я тебе еще, чем я тебе могу еще Ты помочь? можешь заняться самым интересным делом, порезать лук. Отлично. Я знаю, что ты это любишь. Ох, сколько много лука мне нужно порезать. Мелко режем его или как? Полукольцами. Даниар, а как получилось так, что ты увлекся музыкой? В каком возрасте это произошло? Сам ли ты захотел, или тебя в музыкальную школу заставили Пинками ходить? заводили, Ну да? вот, ну, На самом деле... я слышал некие истории о тебе. Музыкой, я так понимаю, я увлекся еще в утробе мамы, Так. потому что папа у меня певец, заслуженный артист Республики Татарстан и России, Манир Соколов. И, да. Аплодировать. И Так. естественно, все детство я был, можно сказать, на его концертах, потому что все эти репетиции и подготовки к концертам, все проходил дома. И, то есть, с молоком мамы и с песнями папы я пришел в музыку с самого детства. Так. И в одно прекрасное время, когда я уже заканчивал первую музыкальную школу, был отчетный концерт. Он проходил в Большом концертном зале Сайдашева. И я тогда первый раз вышел на большую сцену играть на рояле. И мне это... Что почувствовал в этот момент? Да, это было незабываемое на всю жизнь впечатление. Мне это так понравилось. И в тот момент я понял, что я буду этим заниматься всю жизнь. После окончания музыкальной школы, чтобы продолжить профессиональное образование, надо идти в училище. Так. Или есть у нас в Казани специальная музыкальная школа при консерватории, десятилетка так называемая. И мы начали готовиться поступать в училище, потому что в спецшколу очень серьезные требования. Но папа мне говорит: а пойдем зайдем в десятилетку, спецшколу. И мы пришли сдавать специальность. Сдали специальность, и меня неожиданно берут. Так, вынимаем. Так, мне кажется, да, это уже надо Это вынимать. надо куда-то... Это можно в какую-нибудь тарелочку. Вот смотри, Данил, у нас есть вот эту штучку, вот если откроешь, Сюда? вот это да. И там вот снизу, вон, видишь, такие... Вижу. Да. Есть. Поехали. Аккуратно. Ах, О, красота. Так, все, масло раскалилось. все нормально, да, у нас все? Все отлично. Я просто никогда не делал шквар. Мы готовим на кухне МГС «Мебель». Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Изготовление по индивидуальным размерам и адекватные цены. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5-й этаж. МГС «Мебель для жизни». Так, Закладываем. ну, самое интересное. Очень Ого. аккуратно. Очень аккуратно. Может быть, вот шумовкой там как-нибудь или нет? Или... Я вот здесь постою. Огонь сильный оставил, правильно? Да. Хорошо. Ты же просил костер. Да. Мы Все как полагается. сделали как А ты надо. можешь пока немножко поперемешивать? Помешать? Да, Конечно, пока могу. я закидываю остальное, чтобы не прилипло к стенкам ничего. Мы должны это обжарить все, чтобы это покрылось румяной корочкой, каждый кусочек. Поэтому мы Каждый сейчас кусочек. оставляем Так. на одном месте, потом будем переворачивать потихонечку. Все, окей. Сильный Оставляем. огонь у нас. Сильный огонь. 9. Все. Девяточка. Так, Даниар, ну что у нас там с мясом? Все, мяско поджарилось. Так, А, лук закладываем? закладываем лук. Окей. Ну и параллельно не забываем общаться. Конечно. Да. Что дальше-то было? Учился, значит, ты в десятилетке. К 6 утра приходил, старался. Получалось? Получалось. Ну, Так, что дальше здесь было? надо сказать, конечно, огромное спасибо преподавателю моему, Хакимова Наиля Фаткулиславовна. Вам низкий поклон. Потому что и вообще все преподаватели специальной музыкальной школы — это героические люди на самом деле. Потому что в музыкальной среде, в среде искусства с детьми, которые, так скажем, неординарные, там их очень много, трудные есть. Так, ты неординарный или замкнутые. трудный? Каким был ты?
Я на самом деле, когда туда пришел, я очень сильно отставал от своих сверстников в плане профессиональной подготовки, потому что дети там учатся с 5 лет. Надо посолить, кстати. Так, да, где у нас соль? Вот соль. Соль. Да, А перчить будем? Все будем. И солить, и перчить. Солить надо хорошо, потому что у нас мяса много получилось. Солю на глаз, не знаю сколько. Да соли, нормально. А в каких-то конкурсах участвовал или нет? Вот, я как раз к этому веду. Несмотря на то, что я только-только пришел, кстати, добавляем соевый соус. Так. Это чисто моя рекомендация. То есть это не в большой книге татарских рецептов не было написано Не про было соевый соевого соус? соуса Странно. тогда. Но я думаю, что если бы он тогда был, то его бы добавляли. Возможно. Так, что с конкурсами? Сейчас я у вас весь соевый соус добавлю. Все, у вас теперь Он соевого весь соуса соевый больше соус нет. потратил. С конкурсами. Как нам других гостей теперь звать? Скажи, пожалуйста. А? Так, конкурсы. Итак, конкурсы. Итак, конкурс, друзья. конкурс. Несмотря на слабую подготовку, но большое желание и стремление, это, видимо, заметила мой педагог, она меня тут же, в первый же год, когда я учился, отправила на международный конкурс в город Вологду. Так. И это, естественно, было большое, как это правильно сформулировать, большое стремление для меня и большая такая ответственность. Поэтому я приходил заниматься не в 6 утра, а в 4, чтобы успевать все выучить, потому что программа была большая. Но самое интересное было другое. Я играл тогда на втором туре произведения Родиона Щедрина «Бас Астенат». Это современная и мощная очень композиция на рояле. И порвал 3 струны верхние. Там есть такой аккорд. На рояле? Да, на рояле. Там есть такой аккорд. И практически кулаком надо ударить по инструменту. Я был не такой комплекции. Так. Я примерно твоей комплекции в то время. Но, в общем, это было очень ярко. И когда я приехал в Казань, мне написали письма. Ты должен нам 3 струны. Нет, текст письма был примерно такой. Не то, что должен 3 струны, а писали девчонки, писали студенты училища, в котором проходил конкурс, что это было круто. Я вообще был в шоке, что письма. Мне первый раз в жизни пришли письма. Это было так здорово. И вот это на всю жизнь тоже впечатление. И после этого я очень много стал также и заниматься, и готовиться к различным конкурсам. Потом был Бахский конкурс в Казани, который... Об этом мы поговорим, знаешь, когда? Когда? У нас же телевизионная передача, что должно быть? Я догадываюсь. Моя любимая реклама. Абсолютно верно. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, потом вернемся и продолжим дальше. Калдырма из субпродуктов. Жаркое. Говяжьи почки, печень и сердце нарезали на средние кусочки. Репчатый лук полукольцами. Курдючный жир мелко порубили, растопили в казане, а шкварки достали. На растопленном жиру обжарили нарезанные субпродукты. Затем добавили лук, приправили солью и перцем, залили немного соевого соуса и тушили до готовности. Друзья, ну что ж, мы вернулись. Это секреты татарской кухни. И у нас сегодня в гостях главный дирижер и художественный руководитель молодежного оркестра «Сфорцандо» Данияр Соколов. Да. Данияр, кто придумал такое название? Само слово придумали уже давно. Это итальянский термин, музыкальный усилие или акцент. А так как для творческой молодежи, вот я до этого рассказывал, все приходится делать с большими усилиями. Так. Собственно, для этого мы и назвали наш сначала фонд, который мы организовали в 2014 году, фонд поддержки музыкального исполнительства Республики Татарстан «Сфорцандо». Чем мы, собственно говоря, занимаемся. Придумываем интересные проекты, фестивали, конкурсы, спектакли ставим, лаборатории творческие проводим. И все это направлено на развитие именно классического искусства у нас в республике. А я пока напомню нашим уважаемым зрителям, чем мы занимаемся. Мы тут, значит, все наше жаркое готовим, да? Готовим. Калдырма. Можно немножко
Убавить? Убавить чуть-чуть. Отлично, огонь. не вопрос. И я... Костер затушить. Вот давай надо до будет. 7 сделаем, нормально. Да. Я предлагаю приготовить какой-то гарнир к этому тоже. Здорово. Я вот уже начал, я знаю, что сделал. Я рис уже отварил, смотри, Ну, специально, ты да, молодец. подготовил. Это же- Сейчас обжарим Потому что морковочку. я бы не сварил, я не умею. А я умею. Вот так вот. Зато не умею играть на фортепиано, понимаешь, на рояле. Вот, но я нарежу еще морковку, нарежу перец, все это обжарим, потом горошек, Так, и туда добавим, значит, рис. А ты давай-ка салат какой-нибудь классный. Я предлагаю тогда салат сделать, раз ты уже у меня отобрал весь гарнир. Да? Я сделаю такой- интересный салат. Какой? Мне он очень нравится. Это по старинному рецепту немецких татар. Мгм. Так, стоп, подожди. Что за старинный рецепт немецких татар? Ну, так получилось, что есть родственники в Германии, Так. и когда они приезжали к нам в гости, вот подарили такой интересный рецепт. Говорит, там немецкие татары едят только такой салат. Рецепт очень простой. Это помидоры, базилик, сыр типа сулугуни, Мгм. чеснок Так. и оливковое масло. Все. Отлично. Очень Прекрасно. легкий, вкусный салат как раз к мясу. Супер. Тогда приступай. Я Даниил, приступаю. Вот. Ну, слушай, раз уж мы проговорили вот про фонд, ты немножко рассказал, да? Ну, вот оркестр. Ты являешься главным дирижером этого оркестра. То есть ты главный человек там, так или нет? Самый главный. Самый главный человек. Да. Как так вообще случилось? Ты был прекрасным пианистом, все у тебя было классно. В один прекрасный момент, после очередной моей поездки, нас пригласил Митя Шарипович вместе с Диной Гариповой в Париж. Тогда она выиграла «Голос». Я выиграл какой-то конкурс крупный в то время. Мне нравится. Какой-то конкурс я выиграл. Потому что Потому нет, что их было, по всей видимости, очень много. Их было много, да. В Испанию я ездил на конкурс и занял там вторую премию. Это был очень крупный международный конкурс. Нас пригласили, лауреатов этого года. И там состоялся очень душевный и, на мой взгляд, решающий для меня разговор с нашим президентом о том, что восстанавливаются памятники архитектуры, Свияжск, Болгар и другие, Казанский Кремль, ЮНЕСКО. И хорошо бы сделать что-то интересное для молодежи в этих, собственно говоря, исторических красивых местах. Ага. Я просто предложил вместе с Артемом Николаевичем Силкиным, директором музея-заповедника Свияжск, Ага. сделать open-air фестиваль Воу. классический на острове Град Свияжск. И как бы мы были первопроходцы в этом. Сделали такой open-air для молодежи. У нас где-то в порядка 120-130 человек со всей России, музыкантов очень хороших приехало. Мастер-классы мы проводили. Это был первый фестиваль «Музыка вокруг нас». Он уже проходит 6-й год на разных площадках. За 5 лет работы оркестра много мы сделали и спектаклей камерных, оперных, потому что у нас есть оперный театр, все про него знают, Так. с замечательными, большими, крупными постановками. А мы решили сделать молодежное такое движение. Собрали студентов Казанской консерватории и композиторов, и драматургов, молодых, художников молодых. И вот в том году провели первую оперную лабораторию «Казань Опера Лаб». Написали 4 новых оперных спектакля камерных. Я считаю, что это одно из таких самых больших и крупных достижений. Это было все непросто, но с большой поддержкой и президента Рустама Нургалиевича, Министерства культуры мы как-то это смогли выдержать. И сейчас запускаем уже вторую лабораторию. Так, ну смотри, Даниил, я уже вот с овощами здесь практически разобрался. Ну что, я добавляю, значит, горошек. Гарнир из риса с овощами.
Рис заранее отварили. Морковь и болгарский перец нарезали мелкими кубиками и обжарили на растительном масле. Далее добавили зеленый горошек, рис, приправили солью и перцем и томили несколько минут. Итак, Данияр, я приготовил гарнир. Так, красота. Все у нас доделано. Базилик я тебе нарвал. Нарвал. Прям чтобы туда положить в салат. Огорода вижу. У меня тоже все готово. Так. Сейчас я накидываю туда то, что ты мне нарвал. Красиво. Тюнь-тюрюнь-тюрюнь-тюрюнь. Рок. Ты мне сейчас еще дашь масло. Возьми, пожалуйста. Так, да. это оно самое Это оливковое? Оно самое. Оливковее не бывает. Есть Не такое слово? бывает. Мы заливаем это все красоту маслом. Давай тоже Немножко соли. солим, сильно не будем. Все, у нас все готово. Все. Сейчас мы немножко приберемся и будем пробовать. Поехали. Здорово. Салат по рецепту немецких татар. Помидоры и сыр нарезали крупными кубиками. Базилик нарвали руками. В глубокой посуде смешали подготовленные ингредиенты, добавили измельченный чеснок, приправили солью и перцем, полили оливковым маслом и хорошенько перемешали. Ну, Данияр, ну мы с тобой нормально так все Да, приготовили. прям какая-то красота получилась. Прям как будто бы вкусно даже. Надо попробовать. Но на всякий Надо случай, попробовать. что иначе нарезали. На всякий случай. На всякий случай. Так, давай Всё пробовать. приготовили. Это надо Давай. вилкой, ложкой пробовать. Чем? Я думаю, что... Ложкой. Да, вот тебе хлебушек твой, который ты принес. Вкусный, Давай. бездрожжевой. Ну-ка. Как полагается. О, ну слушай, наваристо, конечно, выглядит. И я думаю, что это нереально. Слушай, это все вкусно. сок. Это все сок. Да. Никакого масла Никакого абсолютно. масла и воды. Поехали. Это просто божественно. Серьезно, Данияр, это Мы с очень тобой вкусно. Мы с тобой справились. Мы с тобой справились, а главное посолили как надо. Как надо. Просто вообще. Слушай, очень вкусно вообще. М-м. Шупа особенно, бульончик просто невероятный. Так, ну что, будешь мой гарнир пробовать? Конечно. Давай. Ну, попробуй твой гарнир. Вместе с салатом. А ты салат? Я салат, конечно, Ну, конечно. Ну-ка. По старинному немецкому татарскому рецепту. Да, старинный татарский немецкий салат. Ну-ка. Гарнир что-то. Ну это вкусно, это невозможно испортить. Слушай, это невозможно испортить. Даже мы с тобой не справились с этой задачей и приготовили вкусно. Да, хотя очень стараюсь. Данияр, ну это реально вкусно все очень. Прям, ну вот это, конечно, это прям жаркое. Ну, приходи в гости на дачу. Да? А там Мы будет там костер. сделаем как надо. костер, в Казани плов, барашки. Так. сделаем. Данияр, все, спасибо тебе огромное еще раз за то, что поделился с нами своими секретами и секретами из большой татарской книги. Большой татарской книги, потому что Да. рецептов там очень много. Да. Богатая татарская культура. Я желаю тебе творческих успехов, и пусть все твои планы обязательно сбудутся, и все будет классно. Спасибо. Спасибо тебе, уважаемые друзья. Ну а вы не забывайте смотреть нас каждое воскресенье в 11:30 на телеканале ТНВ. Это были секреты татарской кухни. Салбуров. До свидания. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе. Tatlar xanı başları, yük demli hem fayda.